В физкультурно-спортивном комплексе «Локомотив» 13 мая прошел второй открытый республиканский турнир по вольной борьбе на призы Центрального духовного управления мусульман России. Более 200 участников, борцов с разных городов нашей Чувашии, гостей из Ульяновской области, Республики Татарстан, Марий-Эл и Мордовии приняли участие в турнире. Ими было разыграно 13 комплектов наград. Гостями торжественной церемонии открытия турнира стали депутат Государственного совета Чувашской республики Виталий Иванов, глава администрации города Канаша Владислав Сафронов, заместитель главы администрации Канашского района Анатолий Егоров и настоятель храма всех скорбящих радость города Канаша протоиерей Александр Ермолаев. Имам города Канаш Наиль Хазрят Галяутдинов в своем интервью тепло отозвался о турнире и его участниках. Мы, мусульманская община, второй год решили провести этот турнир, что ислам призывает к добру, к здоровью. И именно почему в день Международного дня семьи, потому что семья – это самая основная кузница, где рождается здоровое, нравственное общество. И мы желаем, чтобы сегодня, как мы собрались, как общая семья, мы на своей родной республике, что все нас, как говорит Господь, я вас создал разными народами и племенами для того, чтобы вы познавали друг друга, любили друг друга, помогали только в добре и соревновались только в хорошем. В этом году мы уже встретили 72-ю годовщину. И значит, наши предки как учили, мы здесь не уживаем, а живем в добрососедстве. И за это мы сегодня собрались все здесь, как огромная семья. Бог един, и мы едины. Подготовка к турниру началась еще с вечера пятницы. Юные борцы проходили взвешивание, чтобы определить свою весовую категорию. Сегодня с 10 часов дня первые борцы вышли на ковер. Было приятно смотреть на яркую и открытую борьбу. Ребята демонстрировали волю к победе и богатый для их возраста технический арсенал, который позволял им контратаковать соперника. Несмотря на то, что счет на табло постоянно менялся, спортсмены бились каждую секунду и не собирались отдавать ни сантиметра мата. В наших соревнованиях сегодняшних принимает более 200 юных борцов из республик Татарстан, Мордовии, Ульяновской области, республики Марий-Эл и команды Чувашской республики с районов городов. Соревнования проводятся по двум возрастным категориям. Старшие юноши 2003-2005 года и младшие 2006 и моложе. Получается, я думаю, соревнования пройдут на высоком, хорошем спортивном уровне. Судейский корпус у нас соответствует судьи основной всероссийской, республиканской категории. В то время, пока борцы вели схватки, на территории стадиона была развернута полевая кухня, где для всех участников и гостей готовилось горячее питание. На случай дождя была установлена палатка. Теперь никто не боялся промокнуть, и все смогли спокойно пообедать. А столы просто ломились от разного рода сладостей и выпечек. На горячее шурпа и плов, ароматный чай и прекрасное настроение. Гостеприимство организаторов чувствовалось во всем. Торжественное открытие турнира пришлось на 12 часов пополудню. Построение команд и гимн России. Первыми к участникам обратились представители администрации и депутат Госсовета Чувашии Виталий Иванов. Сегодня, конечно же, кто-то призыв получит первые места, но я думаю, перекрашивать сегодня не будет. Поздравляю вас с праздником, Днем семьи, здоровья и счастья. Я хочу обратиться к нашей молодежи такими словами, что действительно вы боретесь здесь на ковре, вы ходите против состояния, но хочу сказать, что эта борьба – это, так скажем, противостояние осталось только на время. Жизнь, чтобы мы всегда дорожили дружбой, отношениями. И сегодняшнее мероприятие говорит еще о том, что наша Россия, она многоконфессиональна. Есть много конфессий, много народов живет в Российской Федерации. Чувашия очень много народов. Хочу всем поздравить и национальности у нас. Мы все россияне, мы все живем в Чувашии, мы дорожим городом нашим, мы дорожим нашей землей, мы дорожим
Благословил ход мероприятия и поздравил всех участников и приглашенных настоятель храма всех скорбящих радость протоиерей Александр. Чествование спортсменов, отличившихся ранее, стало доказательством их воли к победе. В числе отмеченных были спортсмены-колясочники, а также две представительницы школы вольной борьбы города Канаша – Виктория Александрова и Анна Иванова, которым были вручены удостоверения и нагрудные знаки кандидат в мастера спорта. Не остались без внимания и юные участники-борцы. На память им были розданы нагрудные значки с символикой турнира. И снова на ковер за намеченной целью. В результате подсчета командного итога победу праздновали хозяева соревнований – спортсмены города Канаша, которые в сумме завоевали 14 медалей. За первое место 5 медалей, второе место 2 медали и третье место 7 медалей. На втором месте общекомандного зачета гости из Республики Мордовия. На третьем – представители города Чебоксары. Победители-призеры соревнований были отмечены денежными призами, медалями и дипломами соответствующих степеней.